Ответственный, волнительный, но в то же время долгожданный день для самых лучших выпускников страны. Сегодня 58 человек со всей страны получили золотые сертификаты общереспубликанского тестирования. Все это время ожидание результатов ОРТ буквально истомило абитуриента Джумадила Ниязбекова. Он выпускник средней школы Джалабадской области. К золотому сертификату шел 2 года. В прошлом году я набрал 190 баллов и не смог получить золотой сертификат. Я был очень огорчен, и поэтому целый год готовился к следующему ОРТ. Мои труды были оправданы. Когда мне сказали, что я попал в список получателей золотого сертификата, я был очень рад. Вообще есть большая разница готовиться к тестированию в селе и в городе. В селе нет центров для подготовки, поэтому я готовился в городе, и результат стал плодотворным. Золотого сертификата удостоилась и выпускница из Нарынской области Айганыш Даулетбекова. Чтобы набрать 229 баллов на ОРТ, она за 1 год изучила предметную программу математики с 6 по 11 класс. Но большой акцент делала именно на математике. И сейчас я планирую поступить в АУЦА, в факультет прикладная математика и информатика. Если сказать честно, долгое время я не могла полюбить именно предмет математики, но в этом году у меня появилась любовь к ней, и я думаю, что могу преуспеть в этой сфере. И недавно я также начала изучать информатику, и думаю, в будущем у меня может все получиться. Я хочу стать программистом. Эркинбекова Эльнура, Талас областың Мейрим Себат Талас Элерал Кыргыз-Түрк кыздар лицейі. Список самых сильных абитуриентов Кыргызстана возглавила Эльнура Эркинбекова. Она набрала 234 балла на тестировании. Получив золотой сертификат, абитуриентке не терпится поступить в вуз и отучиться на дипломата. Сегодня ее по-особенному переполняют эмоции. Я чувствую очень много разных эмоций, но самая главная эмоция – это, мне кажется, благодарность. То есть я чувствую благодарность к своим родителям. Одинаково готовилась и к математике, и к русской части ОРТ. Сама я хочу поступить на факультет международных отношений, я гуманитарий. Ну, наверное, самое главное, что меня подтолкнуло к этому факультету, просто мой интерес, то есть мне он нравится. Я всегда была близка именно к языкам, к отношениям между людьми. Также я считаю, что это та профессия, вот все профессии, которые относятся к международным отношениям, это те профессии, которые по-настоящему могут помочь нашему Кыргызстану. По-настоящему я смогу быть полезным членом общества. Хороший результат на ОРТ показал и выпускник из Баткенской области Самарбек Абдиманапов. Он набрал 232 балла и занял 1-е место среди кыргызскоязычных абитуриентов. Добиться таких успехов ему помогли школьные олимпиады по математике. В планах Самарбека стать лучшим педагогом страны. Я очень много раз участвовал в олимпиадах, и поэтому мне было не тяжело сдавать ОРТ. Я хочу поступить на педагогический факультет. Профессию выбрал сам. Сейчас мне остается подтянуть свой английский, поскольку учеба в выбранном мною университете будет только на английском языке. Эти золотые сертификаты являются символом усердного труда и высокого уровня знаний выпускников. Благодаря сертификату абитуриенты смогут поступить в любой вуз страны вне конкурса. Я получила высший балл по Искусской области, я набрала 223 балла. Я хотела бы выразить благодарность своим родителям за то, что они мне помогли. Начиная с июля, когда я узнала, что я буду президентом, меня переполняли чувства, я волновалась и переживала. Я думаю, может, я что-то не то сделаю, может, я там споткнусь на сцене, вот это все подобное. И это очень волнительно, это очень... Именно из семьи я первая, кто оказался у президента, и это большая ответственность тоже для меня, да. Вручив золотые сертификаты, президент Садыр Джапаров поздравил выпускников с этим знаменательным днем. Глава государства с радостью отметил, что обладатели сертификатов зажигают огонь надежды на будущее Кыргызстана. Среди вас присутствуют обладатели золотых сертификатов со всех уголков страны. Из Бишкека, Чуйской, Орской, Джалалабадской, Нарынской, Таласской и Баткенской областей. Как говорится, труд не останется незамеченным. И ваши упорные занятия и тщательная подготовка принесли свои плоды. Конечно, ваш успех – это только начало ваших достижений в жизни. Надеюсь, что это достижение станет ключом к дальнейшему успешному пути, расширению вашего мировоззрения, оправданию надежд ваших родителей и Родины.
В этом году самый высокий балл на ОРТ составил 234 балла. Это говорит о том, что с каждым годом уделяется все больше внимания образованию детей, отметил президент. Сами родители начинают осознавать преимущества инвестирования в образование своих детей, что очень радует президента. Этот труд требует большой самоотдачи. Возможно, школы, чьи ученики набрали наивысшие баллы на тестировании, не являются показателями для всей республики. Однако, по результатам анализа, именно эти школы, на мой взгляд, будут лидировать и по средним баллам. А если учесть мнение общественности, то хорошо известно, что именно в школах номер 12, 24, 61, 67, 70 и других качество образования высокое. И многие родители стремятся обучать своих детей именно в этих школах. И каждый год результаты тестирования подтверждают, что 90% тех, кто занимает первые места, это ученики образовательных учреждений САПАТ. Мы это должны признать. Из 58 учеников, получивших золотой сертификат, 13 окончили именно эти учебные заведения. В этом году ОРТ сдавали 50 740 выпускников. Помимо 58 абитуриентов, которые удостоились золотых сертификатов, 14 выпускников удостоились поощрительной грамоты президента Садыра Джапарова. Министерство образования довольно итогами тестирования. Тенденция положительная как в городах, так и в регионах. В этом году очень позитивная тенденция по показателям. Те учащиеся, которые прошли пороговый балл, это составляет около 62%. Это на 10% больше, чем прошлый год. Это очень за последние 5 лет это хорошим результатом считается. Выравнивается разница между городами и селами, конечно. Лидерами по показателям ОРТ является это городская местность. Она обуславливается. Почему? Потому что услуги по подготовке к ОРТ и другие институты развития этим детям абсолютно доступны. Поскольку образование является одним из приоритетных направлений госполитики, каждый гражданин Кыргызстана должен получать фундаментальные знания. Президент Садыр Джапаров отметил, что именно благодаря качественному образованию можно будет решить проблему нехватки профессиональных специалистов. Для этого необходимо закладывать прочный фундамент знаний в школах и образовательных учреждениях, чтобы у нас было как можно больше образованных молодых людей, успешно окончивших вузы. Ахмыр Нурдинова, Меримбек Джусупек, ЛТР, Бишкек.